Учитель всегда был не только источником информации, не только человеком, который представлял какое-то готовое знание. Он всегда должен был замотивировать ученика, он должен создать условия, он должен стать хорошим резонатором, который поддерживает ребенка. Но если эти функции всегда были, то сегодня они просто стали ведущими. Вот если попробовать одним словом назвать, как меняется роль, то на первый план выходят две задачи. Первое – увлечь ребенка. И второе – организовать тот образовательный процесс, ту среду, в которой ученик сам может учиться. В первую очередь изменилось время. Оно стало очень гибким, подвижным, неопределенным. Мы не очень хорошо понимаем, каким будет завтрашний день. Невозможно освоить что-то на всю жизнь. Мы не знаем, какие задачи надо будет решать завтра. Всю жизнь надо переучиваться, готовиться к новым условиям. И поэтому эти навыки, эта способность быть другим, меняться, учиться всю жизнь, выходит на первый план. И в этом плане ребенок действительно в большей степени должен научиться учиться, а не только получать конкретное какое-то знание по тому или иному предмету. В этом плане изменилось время, и, как следствие, изменились сами дети. Я убеждена, что главная задача педагога – это задача увлечения, мотивации. Просто когда ребенок увлечен процессом обучения, он все остальное может сделать и сам. А вот поддержать его в трудную минуту, в тот момент, когда у него упадок сил, подарить ему свои силы, вместе с ним праздновать удачу, вместе с ним переживать неудачу. Вот это ключевая функция. Но если бы вы мне позволили все-таки назвать и вторую, я бы назвала это функцию обратной связи. Вот мы твердо убеждены сегодня, что каждый ребенок нуждается в оперативной, своевременной обратной связи. Эта обратная связь может быть улыбка, может быть кивок головы, а может быть детальный разбор работы. Ничто не разрушает образовательный процесс так, как невнимание к работе ученика. Это знает любой бизнесмен. Важнейшим фактором мотивации сотрудников является признание значимости его работы. Вот поэтому сегодня учитель, он мотивирует и дает убедительную обратную связь действиям ученика. Я думаю, что это очень странный вопрос. Попробую на него ответить коротко, но все-таки сделаю шаг назад. Когда-то мы твердо были убеждены, что учитель учит, а ученик учится. Потом гуманисты стали нам говорить: нет, ребята, это не так. В образовании у нас субъект-субъектный подход. На самом деле только взаимодействие учителя и ученика что-то порождает. Но если рассматривать сегодняшние дни, 21 век, то мы говорим о полисубъектном образовании. Потому что равно как учитель и ученик вкладываются родители, вкладывается социум, потому что ученик живет не в безвоздушном пространстве. Он видит, что происходит в интернет, что происходит на какой-то клубной встрече, что происходит в сетях. И все это факторы, которые влияют на него. Поэтому странно говорить учитель или родители, и учитель, и родители, иначе ничего не получится.